Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана принял верительные грамоты нового посла Индии. 300-летие поэта Махтум Кули торжественно отметят в Узбекистане. Пушкинский театр Ашхабада отправляется на гастроли в Балканский вилаят и другие новости. Верительные грамоты нового посла Индии в Туркменистане Мадхумита Хазарики Бхагат принял во вторник президент Сердар Бердымухамедов. В ходе встречи глава государства отметил, что Туркменистан и Индию связывают плодотворные отношения, уходящие корнями вглубь веков и основанные на прочных узах дружбы и принципах взаимоуважения. Посол Бхагат поблагодарила президента Сердара Бердымухамедова за теплый прием и заверила в своей приверженности делу дальнейшего укрепления дружеских отношений между странами. В этом году в Узбекистане широко отметят 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтум Кули Фраги. В Узбекистане, где поэзия Махтум Кули очень популярна, запланирован целый ряд мероприятий по случаю юбилея. Будут изданы его избранные произведения и научные труды о его жизни и творчестве. Планируется создание художественного фильма при сотрудничестве кинематографистов Туркменистана. Также состоятся конференции, выставки, театральные постановки и другие культурные события, посвященные этой знаменательной дате. Все это призвано отдать дань уважения великому сыну туркменского народа и его бесценному литературному наследию. С 26 февраля по 3 марта Государственный русский драматический театр имени Пушкина совершит гастрольный тур в Балканский вилаят, где побывает со своими спектаклями в разных городах и этапах. Творческий коллектив театра представит зрителям западного региона Туркменистана детский спектакль «Золотой цыпленок», а также постановку по пьесе Злотникова «Пришел мужчина к женщине». В Туркменистане будут организованы культурные, политические, деловые и образовательные мероприятия, посвященные десятилетней годовщине открытия посольства Италии в Ашхабаде. В марте этого года планируется совместное выступление известных пианистов двух стран. Разработанные в Туркменистане сервисы обмена электронными сообщениями набирают все большую популярность среди пользователей в стране. В частности, мессенджером Start для мгновенного обмена текстовыми сообщениями, фото, видео и другими файлами на сегодняшний день пользуются более 350 тысяч людей. Сервис доступен для скачивания через Google Play и App Store. Приложение можно использовать также для голосовых и видеозвонков. Еще пользователи в Туркменистане создали более 45 тысяч электронных почтовых ящиков на портале sanly.tm, который предоставляет доступ к новостям, информации о погоде и развлекательному контенту. В столице Узбекистана открылось первое в стране кота-кафе под названием Cats and Friends. Все пушистые обитатели кафе – подопечные приюта «Милые кошки». Все котики стерилизованы, обработаны от паразитов и имеют паспорта международного образца со всеми прививками. На данный момент в кафе живут 12 хвостатых друзей. Для них созданы все условия для комфортной жизни. Приносить с собой еду или кормить питомцев принесенным кормом строго запрещено. В Cats and Friends действует концепция антикафе. Посетители платят за время, проведенное в кафе. К услугам гостей уютные зоны отдыха, бесплатный Wi-Fi, коллекция книг и настольных игр. Многие считают студенческие годы лучшим периодом жизни, но научные исследования говорят о другом. Пик счастья и уверенности в себе наступает гораздо позже. Ученые сходятся во мнении: в 60 лет люди чувствуют себя значительно счастливее, чем в молодости. Исследования показали, что уровень тревоги, стресса и депрессии наиболее высок в период от 20 до 30 лет. В международный аэропорт Казани прибыли представители Туркменистана для участия в первом в истории мультиспортивном турнире «Игры будущего». Ожидается, что в «Играх будущего» примут участие свыше 270 команд из более чем 100 стран мира, а суммарный призовой фонд соревнований составит 10 миллионов долларов. Состав сборной Туркменистана сформирован из 15 спортсменов, представляющих Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огусхана. Она выступит в матчах по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу. Футболисты итальянского «Интера» победили испанский «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе Джузеппе Меацца в Милане завершилась со счетом 1-0. Забитым мячом в составе «Интера» отметился нападающий Марко Арнаутович. В другой встрече игрового дня ПСВ на своем поле сыграл в ничью с дортмундской Боруссией 1-1. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.